everyone feels safe to build a positive live chat experience for you and your viewers. Choose who can participate, set a delay between messages, hide or put people in timeout, manage messages, help for review at moderation to your channel. Какие-то мне тут предлагают новые ситуации. Так, давайте посмотрим. YouTube со мной общается, пытается. Посмотрим, что у нас по звуку. Все по классике. Ну, роутер я уже заказал новый. Телефон у меня новый. Петлички у меня новые. Очки у меня новые. Думаю, со временем будет все лучше, лучше и лучше. Я так думаю. Несмотря на все сложности, правда, не все запускается. Сейчас смотрим. Возможно, надо будет заменить эту программу со временем. Пока на год взял, но может придется отказаться. Так. Так. Как проверить звук? Мне кажется, нормально все. Мне кажется, все нормально. Давайте попробуем фон пока убрать. Всем добрый вечер. Доброго вечера. Так, сейчас, секундочку. Так, вроде норм. Сейчас, секунду, настрою. Напишите, как меня слышно, как видно, не мешает ли фоновая музыка. Я маленько фоном поставил музыку. Значит, закрепим тут сообщение. Hi, what are you doing? Hi, I'm teaching Sakha language. Так, как закрепить? Никак не закрепляется. Так, сейчас. Сейчас буквально пара манипуляций. Manipulate. Расскажите, из какого города, с какой стороны смотрите. Давайте пока познакомимся. Меня зовут Киану Ривз и Кей Джон Леннон. Так, сейчас. Я сегодня в хорошем настроении. Congratulations. Congratulations to АГРД. Так, АГРД. Так. С праздником. С праздником, Якутск. Да. Сегодня в России, в том числе и в нашей республике Саха-Якутия, мы отмечаем 23 февраля. Всех причастным, кто служил, кто не служил, тоже поздравляю. Кто-то, может быть, в органах служит, кто-то в МЧС, да. Всех поздравляем. Так, сейчас мы закрепим сообщение.
В общем, есть мой телеграм-канал с моими тестами и есть Donation Alerts и моя карта. Плачу налог, поэтому как вы отправите, там автоматом налоговый идет, что вы мне, то есть у меня налог вычисляется из этой суммы. Мне вся сумма не пойдет. Так, ну все. Вроде бы все норм. Переходим на другой канал. Объявляем это в группе Telegram, Ken, нижнее подчеркивание, Лер, нижнее подчеркивание, ЕКТ. В Телеграме объявляем. Может, еще кто-то присоединится? Отлично. В общем, всех вас рад видеть. С тылыгаркими. Ну, кто как бы обучает, да, якутскому языку, да, я таким простым словам, я думаю, из простых, из круг створяется, знаете, есть такая, когда говорит, превращается в горку такую, когда песочек вроде сыпешь, вроде частички песка, а потом со временем, вообще за короткий период, так, если по чуть-чуть даже сыпать, вот мелкую даже крошку, песок там или крупу, она превращается в горку, да, вот то же самое и мы делаем, то есть простые слова вспоминаем, ходовые, отвечаем на вопрос «хаган» когда, вот такие разговорные. Сегодня мы, значит, узнаем, как будет ответ на вопрос там редко, рано и так далее. Ответ на вопрос «хаган». Вот, и повторим то, что было на предыдущих. Все, я практически все готов. Мне кажется, все меня слышно. Если меня слышно, видно, тоже пишите плюсик. В общем, всех еще с праздником АГРД. Приветствую. Фон, надеюсь, не мешает. Я включил там в колонке на кухне, чтобы он там играл. Мотивирующий фон, чтобы мы не в тишине сидели. Так, ну давайте попробуем вспоминать. Я, кстати, установил, снова переустановил на компьютер якутскую клавиатуру. И тоже она автоматически теперь есть в Windows, не надо отдельно скачивать. Хотя стоп. Хотя я ее установил, она что-то там тоже сбоила. Я скачал там в Яндексе или в Гугле ввел якутский язык, клавиатура, да, и да, и установил, и вот сейчас будем тоже пробовать привыкать. Там немножко другое управление, чем раньше было у меня. Там на мягкий знак это, сейчас проверим, кстати. Тут, в общем, в основном-то русскими буквами, чтобы перевести на якутские буквы, да, вот, то есть Г, да, Ю, Э и так далее. Надо нажимать правый Alt и, допустим, мягкий знак. Да, все правильно. Так, это у нас что будет? Так, Ю это Ю, это Ю, это правый Alt нажимаем так. Ё, по-моему, это ага. Ну, не очень удобно сделали. Раньше удобнее было, более было интуитивно понятно. Ну, ничего, сейчас попробую приноровиться. В общем, я вам пишу вопрос «хаган». Такой у нас будет. Привет, мне очень нравится твое видео, надеюсь, у тебя отличный день. Спасибо. Джеймсон. Я извиняюсь, если неправильно прочитал. Я английский тоже изучаю. Мне очень приятно познакомиться. У меня еще есть второй, третий канал. Есть еще канал с английским, но там я малую активность веду. Там уже раньше было активно, сейчас уже перестал. Есть сильно активный канал, это вот новости спорта, футбол, бокс, ЧБД, звезды и так далее. Это вот канал Скотт, есть еще такой. Там я всякую психологическую аналитику делаю, ну, то, что я считаю, там и так далее. Так, поехали, значит, хаган. Так, значит, это Alt, правый Alt и мягкий знак, ага, хаган. Хаган – это у нас когда.
И отвечаем на вопрос «когда?». Вспоминаем предыдущие занятия. Давайте начинаем. Сарсерда. Сейчас. Начинаем опять с простого. Сейчас я буду не по порядку говорить. Сарсерда – это у нас что? Давайте, даю вам время, и потом я озвучиваю, чтобы люди могли пересматривать и повторять. Хаган, когда? Разговорный вопрос. И вы можете ответить уже. Сарсерда. Есть такое, у тебя есть сарсерда утром. Все верно. Спасибо, Семен Лорд. По-моему, вы в прошлый раз уже были. Сколько я помню вас. Так, дальше. Теперь посложнее чуть-чуть, не по порядку. Тюн. Тюн. Хаган, когда? Сарсерда, утром. Хаган, когда? Тюн. Ночью. Все верно. Вы супер. Так. Хаган, когда? Бюгün. Так. Ü у нас как здесь будет? Сейчас. Alt и Ю, по-моему. Ага. Alt и Бюгün. Бюгün. У меня теперь и на телефоне есть якутская раскладка, и на компьютере все работает. Бюгün сегодня, да. То есть Хаган, когда? Сарсерда утром. Хаган, когда? Тюн ночью. Хаган, когда? Бюгün сегодня. Так. Что у нас еще есть? Хаган, когда? Кехе. Кехе это у нас когда? Угу. Так, здесь мягкий знак это х. Ю это ю. Ё это э. А г, наверное, это будет. Ага, г это г. Так. В целом начинаю привыкать. Кехе вечером. Спасибо вам. Вы очень здорово помогаете. Вы сейчас участвуете в учебном процессе людей, всех людей, сотен людей, которые потом пересмотрят эфир, и так быстро вы отвечаете вечером. Спасибо огромное. Проговаривайте всегда по несколько раз, используйте метод, называют детский метод, когда постоянно повторять, но это на самом деле не детский метод, это адекватный метод, когда надо проговаривать, когда мы проговариваем, представляем, как в голове это выглядит, каждую буковку, у нас это легко запоминается. Кехе – это вечером. Значит, Хаган, когда? Сарсерда, утром. Кюнюсь. Кюнюсь следующее. Кюнюсь. Или я же не писал? Не писал. Кюнюсь. Альт. И кюнюсь. Хаган, когда? Сарсерда, утром. Тюн, ночью. Бюгün, сегодня. Кехе вечером и кюнюсь. Кюнюсь это у нас когда? Надо прямее сидеть, наверное. Жалко нельзя, чтобы я... Ну, у вас, наверное, на экране в телефоне это видно, как я пишу. Ну да, видно. А чтобы я вот прям сверху бы такими субтитрами писал, бы было круче. Они так вверх уходили бы. Ну ничего, может, со временем разовьют. YouTube. В общем, кюнюсь – это от слова кюн, день, днем. Все правильно, спасибо огромное. Так. Что? Так, вот мы повторили 5. Значит, Хаган, когда? Сарсерда, утром. Кюнюсь, днем. Кехе, вечером. Тюн, ночью. Бюгün, сегодня. Также можно в обратную сторону повторять. Допустим, бюгün, сегодня. Кюнюсь, днем. Сарсерда, утром. Тюн, ночью. Я вот забываю, все ли я спросил. Ну, кехе, наверное, кехе. Вечером. Все, я думаю, отлично повторили. Ага, когда. Так, дальше. Повторяем следующее. В этот раз мы быстрее все повторяем. Так,
Иллерекюн. Иллерекюн. Это у нас будет. Так, пока на слух слушайте, сейчас я соображу. Это ю. Праваль и ю. Кюн. Иллерекюн. 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 Мое любимое слово, моя любимая фраза иллерекюн. Это как бы не совсем вчера, но это аган когда иллерекюн. Даю вам подумать. Позавчера. Супер. Так, есть. Иллерекюн позавчера. Аган когда иллерекюн позавчера. Так. Так, Г это Г, да? Ага, Д, Г. Это мягкий знак. Х. БГГ. Аган когда? БГГ. 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 Это близко к позавчера, то бишь вчера. Супер, супер. Иллерекюн. Позавчера. БГГ это вчера. Так. Сотору. Созвучно с русским в целом. В целом созвучно с русским. Сотору. Сотору. Если музыка будет мешать говорить, я ее вообще вырублю или уменьшу. Сотору скоро. Да, у нас, я думаю, зритель, может быть, больше меня и слов знает, и язык. Так, хорошо. Сарсын. Сарсын на слух пока представляете. Вот чем хорош сахатыла, да, якутский язык? Тем, что в отличие от английского, на слух воспринимать слова проще, потому что у нас и кириллический алфавит в данный момент, и написание, и плюс язык довольно четкий, как русский, да, то есть даже, может, более четкий, чем русский, что прям слышишь сарсын, да, там, сарсын. Вот, то есть легко очень запоминать, если честно. По-английски посложнее на слух воспринимать, там прям время нужно. Сарсын. Ну, якутский тоже, на самом деле, когда быстро, если говорить, наверное, сложно. А если медленно говорить, английский, допустим, все равно сложно. Я на всякий случай чуть потише сделаю этот Яндекс.Музыку. Вдруг она вам мешает. Вы пишите, если что там добавить, убавить, прибавить. Подстроить под вас. Не хочу, чтобы мешало. В общем, сарсын это у нас завтра. Так, сарсын у нас завтра. Сарсын это завтра. Да. Семен Лорд, вы вообще лучший. Просто номер один. Так. Так, значит, что мы выяснили? Вчера, позавчера, завтра и послезавтра. Послезавтра. Так. Это слово тоже мое любимое, как иллерекюн. Позавчера, да, поза. Два раза, да. Позавчера, иллерекюн. Оно красиво звучит. Еще мне нравится послезавтра. Тоже красиво. То есть дважды завтра, послезавтра. Вспоминаем такую О, и внутри нее такую тильдочку. Потом и краткая, потом как Y идет, да? Как Y, я не знаю, пишется. Ю, две Ю, два Y и Н. Июнь. В голове представили? Почти как июнь, да? Июнь. Послезавтра. Июнь. Это у нас послезавтра. Давайте повторим. Значит, начинаем с якутского, а вы проговариваете на русском. Можете писать, можете не писать. Наверное, написать вы не успеете. Кто успеет, тот успеет. Иллерекюн. Надеюсь, вас не смущает, что я купил виноград. Я редко очень фрукты ем. Решил в праздник.
Вспомнить, что он существует. Вкусно, оказывается. Какие-то интересные винограды пошли без косточек. У нас все детство косточек. Да. Июнь это после... Так, позавчера это иллерекюн, все правильно. Это иллерекюн. То есть обязательно как-то ассоциацию делать, что БГ это у нас давайте до 5 раз проговаривайте вслух. БГ это пишут. БГ это вчера. Сотору это у нас. Да, спасибо. Супер. Сотору это у нас скоро. Созвучно практически, да? Сотору. Ага, когда? Сотору. Мы все не забываем про... Да. Не забываем про наш вопрос Хаган. Это все ответ на вопрос Хаган когда. Вы уже можете сказать. БГ вчера. Иллерекюн позавчера. Сотору скоро, да? Июнь. Такое как О, и внутри тильда, и краткое, 2 Y и N. Июнь. В голове прям представьте, закройте глаза, представьте такой да, такая О с тильдой внутри, и краткое, 2 Y и N. Июнь. Июнь это послезавтра. Так. Сарсын. Что тут я нажимал, у меня тут открылись всякие окошки. Сарсын это у нас, вспоминаем. Сарсын это у нас, да, июнь 2 дня вперед. Сарсын это у нас, Сарсын это завтра. Да, супер. Все верно. Значит, мы что с вами? Сегодня это у нас проговариваем бюгün. Вчера вспоминаем прекрасную нашу БГГ. БГГ вчера. Позавчера 2 раза, да? Это из 2 слов состоит. Иллерекюн. Послезавтра вспоминаем нашу О с тильдой и краткое 2 Y и N. Июнь. Какие еще слова у нас были? У меня вот память не самая идеальная. Скоро, да? Скоро вспоминаем. Скоро это у нас Сотору. Вы можете, как в перерыве, тоже задавать вопросы, рассказывать о себе, с какого города вы, с какой страны, с какой области, поселка и так далее. Или какой у вас навык, сколько языков знаете. Тоже делитесь, интересно будет почитать. Так, значит, скоро это у нас Сотору. А завтра? Завтра это у нас будет Сарсын. Так. Вспоминаем теперь то, что вначале говорили. Значит, ночью тюн, днем кюнюс, утром сарсерда, вечером кеге. И все это ответ на вопрос Хаган когда. Я думаю, пока достаточно. Дальше. Если кому нужен перерыв, пишите. Не стесняйтесь, я вас в чате не вижу, поэтому если вы пишете, можете писать, как бы лично же вас не вижу, поэтому не стесняйтесь, пишите, я буду рад вам. Так, Хаган когда? Еще у нас Хаган когда, а есть Хаган да, если подставляем, это у нас также пишется. Хаган да, это
У меня так странно, у меня на компьютере вот, ну, нормально все на русском написано, а у меня почему-то на телефоне на английском всё. Да, потому что у меня телефон на английском стоит, да? А как он, приложение тоже, что ли, переводит так? Эфир. А зачем он так делает? Ага, да, это никогда. Надо мне посмотреть, может быть, мне перед эфирами менять язык. У вас как, напишите, у вас на английском вот написано, как у меня? Какой-то переводчик, он тут даже значок переводчика тут есть какой-то непонятный. Надеюсь, у вас на русском. Если что, пишите, чтобы я в следующий раз тогда перед эфиром менял. Потому что я пытаюсь привыкнуть к английскому, у меня все на английском. Хаган да, никогда. То есть хаган когда, а хаган да, никогда. Отлично. Это такой ответ на вопрос. Еще я в видео часто говорю мин иннене. Переведите раньше меня. Раньше меня это мин иннене. Поэтому иннене это у нас иннене. Это у нас, ну, если у кого-то сейчас также на английском отражается, как у меня на телефоне, а не как у меня на компьютере, то потерпите, следующий выпуск я постараюсь вспомнить про это и телефон переводить на русский, всю систему временно. Иннене это у нас перед, раньше. Так, мы долго повторяем. Ну, до меня, да, раньше меня, до меня, перед. Супер. Самый вот активный вот чемпион просто, Семен Лорд. Да, перед, вперед. Все. Пишу вот. Все. Еще. Или все еще. Супер. Угу. Вот смотрите, я вам отправляю. Иннене – это перед, аганда – это никогда, все еще. Онтон – это затем, следующий, потом. То есть Антон, как запомнить, можно сказать, потом. Тут-то сразу тотчас. Да, больше. Так, давайте перейдем к следующим. Потом их повторим еще. Давайте еще раз повторим вот эти слова. Былыр. Былыр. Аган, когда былыр? Вот недавно крайне у меня видео было такое. Былыр. Былыр это у нас. А вот былыр, былырын. Давно, да. Ну, давным-давно былыр. Угу. Давным-давно. Былырын. Былырын. Видите, созвучные. Былыр давно. Былырын. Да, в прошлом году. Верно. Был. Был. Видите, все на «б», да? Можно запутаться, а так-то, если так подумать, что былыр давным-давно, далеко, ну, как бы давно. Былырын в прошлом году. Был в этом году, да, нынче в этом году. Эгил. Так, мягкий знак, да? Альт, мягкий знак, эгил. Эгил. Опять слепит сильно этот цвет. Я уже это даже и думать не могу, смотреть не могу. Прям совсем в очках сидеть не хочется тоже. Я и так в них сижу. Сейчас маленько убавим. Так, наверное, будет. Сейчас я, кстати, тоже убавлял. Все забывается, если честно, постоянно. Так.
Да, Эгил это в следующем году, да. Хаган, когда? Былыр давным-давно, Былырын в прошлом году, Быил в этом году, Эгил в следующем году. Мое любимое слово. Я вот люблю такие. Кюн аи. Кюн аи. Когда такими красивые слова, мне кажется, они очень красиво звучат. Типа иллере, кюн, кюн аи. Прям, мне кажется, очень круто звучат. Вот такое субъективное, конечно, но не мое такое видение. Так. Ежедневно, каждый день, да, все верно. Сейчас я себе воды налью, этого сока вредного. Как говорится, горло смочить, промочить, чтобы оно это... Ну, я, кстати, то, что разболтался, давайте немного поговорим, потом повторим все слова, которые сказали, и к новым приступим. Это... Я когда первые разы вот в эфир выходил, так как у меня проблемы ну, как бы генетические, со связками, а я всегда делаю клин-клином вышибает. Я бывало, конечно, берег, после того, как я там пел там или там еще что-то много говорил, у меня очень садился голос очень быстро. А с вами стал общаться чаще, и дольше говорить могу, голос не садится. Я даже несколько раз в караоке сходил, пел много песен. А до этого я мог одну-две, после того, как сорвал голос, и у меня сразу садится на второй уже. Поэтому прям круто. То есть я все так клин-клином вышибаю. Там говорят, там у тебя плоскостопие. Идешь, начинаешь качать стопы. Говорят, там сколиоз, к примеру, когда подростком был, растешь. Просто берешь и начинаешь делать упражнения. А мне это как помогло? То есть, во-первых, я сам так мыслю клин-клином, все так радикально решать пытаюсь. Никогда не смиряюсь. А второе, я помню, проходил, на госслужбу там, и там надо было это самое. В общем, проверяли, и там хирург, и он говорит, да все у тебя нормально, говорит, спину, говорит, подкачай, говорит, и не будет это, типа, это, говорит, как бы немного атрофированные мышцы, ты растешь, подросток там, и у тебя не успевают мышцы за твоим ростом. Все, я там спину подкачал, потом через год уже пришел, сказали, все у тебя отлично, шикарно. Ну, правда, я бывает сейчас сутулюсь, это образ жизни такой. Стараюсь вот в прямее ходить, сидеть. Так. Напишите, как отмечаете 23 февраля, кому что подарили. Или вы, может, кому-то что-то подарили, а может, что-то такое интересное, дорогое. Мне, вот, допустим, подарили ручку. Просто женщина в автобусе. Мне, водителю. Мы ехали. Она сначала ему подарила, потом мне. Я сначала думал, просто игрушка какая-то. А потом раз, такая ручка прикольная. Кайф. Кстати, у меня был сертификат, я недавно на Музлото ходил, это в крыше. Выиграл, там много всего выиграл, там бутылку шампанского выиграл, и тут же ее подарил там другу. Так. В общем, у меня сертификат где-то был, я бы мог его подарить. Напишите, кому нужен сертификат, там что-то на духи или что-то такое. Можете в Telegram Ken Leon КТ написать, я вам могу подарить, где-то передать в Якутске. Ну, или почту отправить. Но смысла нет, это в якутские магазины такое. Я не знаю, куда он делся, сертификат, он где-то тут лежит. Ради интереса. Ну, в общем, один я истратил, это были там суши-роллы, я их, в общем, съел. Так. В общем, всем советую, кстати, сходить в ресторан «Крыша», Музлото. У них там и группы есть и так далее. Наталья Овчарова ведет с моего института девушка. В общем, мы там все были в театральной студии. В общем, такая активная. Вот она классно ведет, классную идею придумала. В общем,
много подарков, все там, ну, очень многие, кто выигрывают. И видите, я 2 сертификата даже выиграл. Еще там, кто больше танцует, больше поет, вот за пение я там выиграл шампанское, просекко. Я вот дал там. Товарищ говорит, никогда ничего не выиграл. Говорит, да, держи, уже выиграл, считай. Так, значит, что у нас? Надо все повторить, наверное, нам и перейти к следующим словам, мне кажется, так. Давайте, чтобы не забыть, я буду смотреть, какие слова я в разнобой вам буду их давать. Допустим, все-таки по-якутски буду, чтобы у вас была возможность. Так, мне кажется, легче вам будет. Значит, Аган когда? Сарсын. Вспоминаем. Сарсын это у нас, проговаривайте прям, Сарсын это завтра. Завтра. Так, ну, по порядку. Да, верно, спасибо. Так, Хаган когда? Вот только что проходили. Былыр. Без, тверд, üs, ки, бир, нуллан. Былыр давным-давно. Так, сейчас. У меня, оказывается, дуолинго, елки-палки. Так, что-то мне надо делать. Мне, в общем, давайте у нас тогда еще минут 10-15 эфира, даже, может, 12. Мне надо дуолинго проходить, а то у меня дни сгорят, у меня там больше 1000 дней. Жалко будет. У меня уже там это... Из-за работы кое-как выпускаю. Уже заморозки там закончились. Так. В общем, у нас 12 минут. В общем, пишите, что кто кому что подарил. Давайте слова еще вспомним. Давайте я озвучу тогда вам, чтобы ускорить. Извините, что так получилось. Что-то я не рассчитал с дуолинго. Обычно я его заранее прохожу. Значит, Хаган когда? Сарсырда утром. Кюнюс днем. Кехе вечером. Тюн ночью. Бюгün сегодня. Сатуру скоро. Бехе вчера. Иллерекюн позавчера. Июнь послезавтра. Сарсын завтра, да? Так. Какие еще слова были? Хаганда никогда. Хаган когда? Хаганда никогда. Еще это еще созвучно, да? Все еще, еще. Иннене перед, раньше. Переведите раньше меня. Раньше меня мин иннене. Мин это как бы я, и раньше меня это иннене. Иннене перед, раньше. Онтон созвучно с потом, затем. Онтон, потом. Тут это сразу, тотчас. Так. Былыр давным-давно. Былырын в том году. Быил в этом году. Эгил в следующем году. И ежедневно каждый день это кюн, аи. Так, и вот давайте 5 слов осталось у нас на сегодня новых. Аган когда? Хуют. Аган когда? Хуют. Аган когда? Хуют. Хуют это потом поздно. Бигюн это сейчас, сегодня, а сейчас как будет? Били гин. Били гин. А я заторопился. Хуют это потом поздно.
Так, ну все подвисло. Почему так бывает? Так, что? Так, давайте попробуем с другого браузера. Мин Утуя Бардын. Я засыпаю, да? Ходит, потом поздно. Так. Я не прям так все идеально знаю. Я как бы некоторые вещи знаю, понимаю. Вы там... Давайте лучше по теме будем поочередно, что обучаться, чтобы всем было полезно. Поэтому старайтесь, как вот я писать на русском и на якутском. Так, курук. Аган, когда? Курук. Курук это у нас всегда. Курук это всегда. Вы записываете, это очень важно. РД у нас это. РД это у нас рано. И седехтик это редко. Там переписывайте. Седехтик. Седехтик. Редко. Так. Дуолинго меня напрягает. Как все успеть? Я день вообще не успеваю. Поработать там, по делам, по быту, приготовить там еще что-то. Вообще ничего не успеваю. В день вот так вот. Когда пишу, говорю, я постараюсь успеть. Это вообще ни секунды это отдыха. У меня мозг вообще уже кипит. Еще надо поучить, позаниматься, посидеть самому. Так. Давайте я вам еще раз их напишу. Так, уют потом. Билегин сейчас. Теперь. Урук всегда. РД рано. Седехтик редко. Вот, следующий шорт я вот постараюсь на эти слова. Хуют потом, билегин сейчас, теперь, курук всегда, РД рано, седехтик редко. Постараюсь на них шорт записать, потому что когда этот шорт смотрите, вы сможете вот в игровой манере быстро, что шорт же он быстрый, там сколько, меньше минуты или минут, сколько он там идет, я не помню, который я записываю. Ну, по-разному. Вот, и вы сможете, как бы, пересматривая, повторять, как бы. Вот, поэтому я делаю динамичные шорты, чтобы они были поинтереснее, чтобы они были живыми, чтобы было не скучно. Потому что обучаться всегда это скучно, мозг устает, всегда надо себя веселить. То есть хоют это потом. Билегин. Вспоминаем. Теперь, сейчас. Курук. Всегда. РД. Рано. Седехтик. Редко. Еще раз. Хоют. Потом. Билегин. Сейчас. Курук. Всегда. РД. Рано. Седехтик. Редко. Так, я просто там Duolingo сейчас не успею таким макаром. Извините меня. Давайте я вам буду сейчас на русском все слова говорить, а вы будете на якутском проговаривать. Но это уже будет быстрее. Давайте. Вечером. Кехе. Ночью. Тюн. Утром. Сарсерда. Хаган. Когда. Хаганда. Никогда. Билегин. Сейчас. Хуют.
потом, поздно, курук, всегда, слова, сутору, скоро, сарсын, завтра, вчера, беге, позавчера, эльрекюн, ежедневно, каждый день, кюнаи, какие еще слова были? Еще, еще, там, О такая стиль Д, СС, да, еще, и еще одна О, стиль Д. Давным-давно, вспоминаем, давным-давно это былыр, в прошлом году, похоже на былыр, былырын. В этом году был, в следующем году эгил, иннене перед, раньше. У меня всегда память была слабая, быстро, когда как-то так вспоминаю. Так, значит, эгил в следующем году, эгил в этом году, былыр, давным-давно былырын в прошлом году. Какие еще слова были? Давайте последний еще раз. Потом поздно. Потом поздно. Хоют. Теперь, сейчас. Билегин. Билегин. Теперь, сейчас. Седехтик. Вспоминаем. Редко. РД. Вспоминаем. Рано. Как будет всегда. Курук. Ну и таким бонусом напоминаю вам всегда. РЛ, торговый центр РЛ, это Надежда. Есть такое имя, мужское, причем тоже есть. РЛ. Модун, там у нас мощный. Доксун, это у нас дерзкий. Всегда проходите мимо, всегда вспоминайте. Долгун, это у нас волна. Чолбон, это у нас северная звезда, так сказать. Ну, там разные есть астрономические названия еще. Больше как северная звезда. Сулус, тоже там бассейн, да, коньки, это у нас тоже звезда. Еще были названия у нас. Таз, бывает вот камень, да, таз. Таз, мас. Что еще? В общем, вот так можно запоминать, когда мимо проходите, слова смотреть. Есть такое приложение в телефоне, можно сделать Сахатала, скачивайте его. Это Сахатала, словарь там называется. И вот увидели такие модун, ввели модун, мощный. Там. Өрегей увидели? Ввели. Триумф. В общем, спасибо всем, кто был со мной. 48 минут мы с вами побыли, чуть меньше, потому что мне надо сейчас успеть дуолинго. Поэтому давайте всех с праздником. Всех причастных и непричастных. В общем, всех с праздником. Кюрсиоха, диари. До свидания.